трудный год. Омский госпиталь. Коридоры сухие, марки. Шепчет старая нянечка. Господи, да чего же артисты-то маленькие? А мы шагаем палатами длинными. Мы почти растворяемся в них. С балалайками, с мандолинами и с большими пачками книг. А что в программе? В программе чтение, пару песен военных и правильных. Мы в палату тяжело раненых ходим с трепетом и почтением. Двое здесь. Майор артиллерии с ампутированной ногой, в сумасшедшем бою, под ельней, на себя принявший огонь. На пришельцев глядит он весело. И другой, до бровей забинтован, капитан, таранивший мессера 3 недели назад над Ростовом. Мы вошли. Мы стоим в молчании. Вдруг, срывающимся фальцетом, Абрикосов Гришка отчаянно объявляет начало концерта. А за ним, не вполне совершенно, но вовсю запевали, внимая, о народном поем, о священном, так, как мы ее понимаем. В ней Чапаев сражается заново, и краснозвездные мчатся танки. В ней шагают наши в атаке, а фашисты падают замертво. В ней и смерть отступать должна. Если честно признаться, нравится нам такая война. Мы поем, только вот голос летчика раздается, а в нем укор. Погодите, постойте, хлопчики, погодите, умер майор. Балалайка всплеснула горестно, будто в бреду. Вот и все о концерте в госпитале в том году.